Управлению Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Северной Осетии вручили боевое знамя. Торжественная церемония прошла в Доме офицеров. По традиции организаторы мероприятия и почетные гости участвовали в церемонии прибивки полотнища знамени к древку. После священнослужитель окропил знамя святой водой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется, освящается знамя, все благодать Святого Духа, окропление воды все священно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Председатель правительства Сергей Такоев вспомнил об историческом значении знамени и пожелал управлению новых успехов в их нелегком деле. Только за последние 2 года было ликвидировано 19 организованных преступных сообществ, и около 40 человек было привлечено к уголовной ответственности. Сегодня в службе наркоконтроля наше Северо-Осетинское управление вручено боевое знамя. В 2011 году указом президента учреждено, это штандарт самой службы. И вот сегодня наше управление получило. Это такой исторический момент любой службы, потому что знамя – это символ чести, отваги, доблести. И сегодня, выступая, сказал, да, что еще с времен Отечественной войны всегда бились за свое знамя, всегда знамя – это святое. Поэтому вот идти на борьбу с этим злом наркомании уже под боевым знаменем, это на самом деле очень символично. И я сегодня ребятам напомнил тоже, что ни одна страна мира не может похвастаться, ни в одном музее мира нету захваченного боевого российского знамени. А в нашей стране во многих музеях сотни таких знамен. Поэтому, чтобы наше управление продолжило ратные традиции старших и постоянно было в победу на поле боя. В рамках мероприятия также были награждены почетными грамотами и сотрудники управления. Служу Российской Федерации. Спасение молодого поколения, здоровое будущее – главная задача, которая стоит перед сотрудниками управления госнаркоконтроля. Елена Гаглоева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.